Прывітанне. У эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы «Што пайшло б інакш без Лукашэнкі?». Сёння наш госць палітычны аналітык Артём Шрайбман. Артём, прывітанне. Добрый день. Артём, як вы лічыце, ці быў непазбежным прыход да ўлады Лукашэнкі ці некага такога кшталту, як ён? Ну, ўрэшце рэшт, ягоны галоўны канкурэнт на выбарах 94-го году, Вячеслав Кебіч, ну, таксама, мякка кажучы, не выглядаў ні беларускім гаўлам, ні беларускім валенсам. Дык Лукашенко непазбежны быў тады? Ну, Лукашенко же это много разных персон, да. Он же, с одной стороны, человек такой глубоко просоветский, и в этом смысле приход такого человека к власти тогда, наверное, был закономерен. Я уже не знаю, запрограммирован или нет. Я, в принципе, не верю в закономерности истории, такие законы истории, да, неизбежности истории, но можно было ожидать, что в обществе, настолько ностальгирующем по Советскому Союзу в те годы, судя по тогдашним опросам, придет кто-то с похожим мировоззрением. Но Лукашенко же не только из себя представляет такое воплощение позднесоветского бюрократа, управленца, депутата. Он же еще и человек жутко авторитарный, голодный к власти. И я думаю, что вот эти черты не обязательно должны были сложиться в первом президенте Беларуси. Это уже вопрос, именно фактор личности. Я думаю, что если представить себе ситуацию, в которой его не регистрируют, например, а там было много возможностей его не зарегистрировать, победил бы, наверное, Кебич. Это все равно не был бы там видный демократ, это все равно не было бы движения на Запад. Но я не уверен, что было бы, если бы страна осталась, да, если бы она прошла 90-е, которые, на мой взгляд, были довольно уязвимым временем для белорусской независимости, если бы она их прошла, не потеряв независимость, то я не уверен, что она бы обязательно стала бы консолидированной диктатурой к началу 21 века. Поэтому здесь, знаете, и да, и нет. И да, и нет. Конечно, был запрос на многое, что олицетворял Лукашенко, но вот путь обратно в такую авторитарную, деспотичную колею, мне кажется, не был нам написан в книге судьбы. Ну, а вот чым было абумоўлена тое, што ўсё ж такі трапілі в эту калею. Вот я прыгадваю, на адной з першых прэсавых канферэнцыяў новаспечаны прэзідэнт Лукашенко, тады яшчэ, здаецца, Александр Фядута вёў эту прэс-канферэнцыю, і Лукашенко загадкава сказаў у трэцяй асобе пра сябе: Лукашенко будзе прэзідэнтам 13 гадоў. Все, как? Адкуль? Чаму 13 гадоў? 2 тэрміны, 8, адкуль яшчэ 5. Все так посмеивались там. Прыгадвалі, як его жонка казала, што ой, да майго Сашку больш за год нідзе не трымалі. Все рагаталі, ой, як смешна. Але цікава, што ён сам, когда казаў 13 гадоў, ему тады, магчыма, ў галаву не прыходзіла, што это будзе як мінімум 30. Так вот, гэтыя 30 такімі, як яны былі, это насамрэч ён все ж таки іх бачыў, такі далекасяжны як бы план. Ці гэта все ж таки яго асоба, яго свядомасць, ці так абставіны, вот так карта склалася не ў 94-м годзе, а пазней, там, 5-м, 6-м, 98-м, etc. Ничего в Александре Лукашенко и в его поступках за последние 30 лет не выдает мне человека настолько далеко планирующего. Мне кажется, что все-таки это была цепочка адаптаций, цепочка решений, принимаемых в каждый конкретный момент, с неогромным горизонтом планирования, и с пониманием, что просто в каждый конкретный там исторический этап ему безопаснее, проще, приятнее удерживать власть, удерживать ее силой и не отходить от нее, что отходить рискованнее, что отходить может быть не только опасно для него, но и для семьи. Да? И поэтому это никакое из его решений по продлению своих полномочий дальше не требовало того, чтобы этот план созрел еще в 1994 году. Я даже не уверен, что 1996 год был запланирован в момент выборов 1994-го, потому что известно его высказывание о том, что Конституция 1994 года дает президенту царские полномочия.
Я думаю, что он по ходу игры понял, что даже этих царских полномочий ему недостаточно для того, чтобы править, как ему заблагорассудится. Поэтому, нет, мне кажется, это просто цепочка реакций на обстоятельства, такая вот адаптация авторитарной психики, авторитарного человека к новым вызовам. И эти вызовы, причем, возникали по ходу. То есть он, условно говоря, не сразу, не в первый год-два своей власти разобрался со всеми альтернативными институтами. Условно там говорят, до профсоюзов очередь дошла лишь там, в начале 21 века, например, с Гончариком. Даже, господи, на силовых постах оставались люди, которые еще в 2000 году себе позволяли обвинять людей из окружения Лукашенко в организации убийств и похищений. Поэтому это как любая авторитарная власть, она расползается как газ, заполняет все новые и новые ниши, но я не вижу здесь плана, написанного идеологами Лукашенко, которые, кстати, тоже менялись за все эти годы, в первые же дни или месяцы у власти или до нее. Наступне питання про розстані, про кропкі біфуркацыі. Вось за гэтыя 30 гадоў. Ці былі яны? Ці былі кропкі, калі ён рэальна мог згубіць уладу? І калі, можа быць, шырэй, кропкі, калі ён выбіраў, грамадства выбірала, калі нават пры Лукашэнку падзеі маглі пайсці інакш. На поверхности два таких момента, конечно же. Это 96-й год, ноябрь, и 2020 год, конечно же. Я могу себе представить и другие моменты, когда был то, что называется в английском collision course, да, курс на столкновение с реальностью, с Россией, которые могли поставить под угрозу власть. От начала его споров с Путиным, можно еще отсчитывать это с мух и котлет, можно отсчитывать с первых газовых войн, наверное, это 2004 год, перекрытие первого вентиля. Можете меня поправить, потому что я могу забывать здесь какие-то даты. И тогда, пока еще не были устоявшимися правила взаимодействия этих двух людей, Путина и Лукашенко, можно было себе представить развязки, в которых Путин ведет себя более агрессивно, что приводит к дестабилизации белорусского режима. Но этого не случилось, поэтому Лукашенко не подошел вплотную к этой пропасти, к потере власти. Наверное, вокруг 2004 года его референдум, он был теоретически наиболее уязвимым. Да? Россия могла как-то в этот момент вмешаться, если бы решила, что ей все-таки проще терпеть его и продолжать работать с ним, несмотря на уже возникающие проблемы с интеграцией. А вот понятно два момента, когда он действительно был близок к потере власти. Это дело об импичменте в Верховном Совете и в Верховном Конституционном суде, который был инициирован Верховным Советом. Я разговаривал с многими участниками тех событий, судьями Конституционного суда, и действительно все было не то чтобы на волоске, но зависело от нескольких нерешительных действий нескольких людей, которые оказались с меньшей политической волей, чем сам Лукашенко. И, в принципе, все могло пойти иначе. И 2020 год, понятно, тут, я думаю, даже нечего говорить. Там-то было немало развилок, которые могли пойти по другому сценарию, если бы не добрались силой, перебрались силой, казалось бы, больше искры для насилия, Россия бы посчитала нужным вмешаться более открыто. Короче, там было развилок, которые приводили к потере его власти, мне кажется, множество. А вот якраз про Россию. Напэўна, хіба не самага прыходу Лукашэнкі да ўлады дылема. Ён гарант суверэнітэта, абаронца суверэнітэта, хай сябе і свайго такога феадальнага, свайго маёнтку Беларусь. Ці магільшчык? Вот хто ён насамрэч, ці можна так сфармуляваць, у якой ступені абаронца, у якой ступені, у якім сэнсе магільшчык? Это история про какое из лезвий ножниц режет бумагу, мне кажется. В этом случае Лукашенко действительно выступает как человек, который создал ситуацию, или, по крайней мере, довел ее до такого состояния, когда только у него есть ресурс для борьбы за сохранение суверенитета.
Причем я не уверен, что он всегда этим ресурсом пользуется, так сказать, на максимум, на полную. Но по факту из-за зачищенного поля, абсолютно обрезанных связей со всем остальным, там, по крайней мере, нашим окружением, западным миром, абсолютно безинституциональным режимом, то есть зацикленным только на его личности и на его связях с Россией, соответственно, мы попали в ситуацию, когда от его личной судьбы действительно зависит не в последнюю очередь наш суверенитет. И это, увы, надо признавать, да, что если Лукашенко испаряется из картинки сегодня, то я бы сказал, что на завтра белорусский суверенитет будет более уязвим. Но лишь эта фраза не описывает ситуацию в полной мере, да, потому что в такое уязвимое положение, то есть на эту ветку он нас посадил, по сути. Да, страну можно было повести другим путем. Причем даже я не говорю о первых годах его президентства, я говорю даже с 15 по 19 год, когда были абсолютно другие возможности для него в плане укрепления суверенитета, даже при сохранении своей монополии на власть и спокойной передаче ее, там, я не знаю, кому угодно, по сути. Он решил пойти по другому пути. И еще больше сузил люфт для того, чтобы какие-то другие институты, люди, силы были гарантами белорусского суверенитета. Да. По факту все сейчас упирается в такое довольно эфемерное, его сложно пощупать, да, белорусское общественное самосознание, национальное самосознание. Понятно, что белорусы в своем большинстве поддерживают и хотят сохранить суверенитет, но я думаю, что и большинство жителей Херсонской области тоже не хотели вступать в состав России, особенно таким образом, как это произошло. И поэтому это не всегда стопроцентный гарант. Это скорее то, что поднимает цену для того, чтобы оккупировать такую страну. Да, страна, которая хочет быть независимой, ее аннексия, оккупация, решение суверенитета рискованнее, может обойтись дороже, но это не запретительный барьер. Ну и властолюбие Лукашенко – это второй фактор, да, который тоже на сегодня вкупе с его лояльностью Путину, наверное, удерживает Путина от каких-то более агрессивных шагов в отношении Беларуси. Да. Но здесь очень сложно раздавать какие-то благодарности или раздавать какие-то, атрибутировать достижения, связанные со статусом гаранта, учитывая, что в такую уязвимую ситуацию никто, кроме него, нас не привел. Артём, а цяпер пра ўсё ж такі больш шырокі кантэкст, не толькі пра Лукашенка, але і пра беларусаў. Знакаміты французскі філёзаф, дыпламат, кансерватар Жозеф де Местер некалі напісаў, што кожны народ варты таго ўраду, які ім кіруе. Ну, думка спрэчная, але вот як бы калі задаць пытанне, наколькі беларускі народ варты Лукашэнкі, Лукашенко варты беларускага народу, наколькі яны адпавядаюць адзін аднаму і ці як эта адпаведнасць мянялася? Мне, Юрий, если хотите, эстетически чужды рассуждения про того, кто кого достоин, потому что народ не монолитная субстанция, более того, это динамичный организм. И говорить о том, что можно как-то обобщающе подходить к оценке всего этого сообщества, да, вымышленного сообщества, как сказал бы Андерсон, и говорить о том, что вот этот народ коллективно чего-то достоин или недостоин, мне кажется довольно, поверхностным, если уж не сказать антинаучным взглядом на ситуацию. Поэтому я не готов в таких терминах рассуждать. Что я могу точно сказать, что судя по эволюции белорусского общества, которое мы фиксируем не просто там в каких-то таких тактических опросах на тему Евросоюз или Россия, независимость или там вместе с Россией, там, рыночные реформы, не рыночные реформы, она бы даже на более глубоких вопросах о ценностях общества. За 30 лет власти Лукашенко его электоральная база с точки зрения ценностей, то есть та часть белорусского общества, ценностным запросам которого этот человек отвечает, она существенно сузилась. Да, то есть, и поэтому, если мы возвращаемся к этой грубой терминологии, которую предложил де Местер,
то, наверное, это будет звучать так, что там, белорусский народ 30-летней давности заслуживал чуть больше. Но, тем не менее, и Лукашенко, и белорусский народ – это динамичные субъекты. Да? И в этом смысле Лукашенко 2019 года и Лукашенко 2021 года – это немножко разные типы правителя. Не полностью, но разные. Да? И белорусский народ сегодня, в 1994-1995 году, и, может быть, через 10 лет, причем непонятно в какую сторону, это могут быть абсолютно разные субъекты, да, чтобы как-то их между собой соотносить по степени адекватности друг к другу. Да. Поэтому 2020 год, мне кажется, был довольно явной и выпуклой демонстрацией того, что сложился очень серьезный дисбаланс в запросах общества, в ожиданиях общества от власти, в интересах общества и тем, что их довольно анахроничная власть готова им давать. Артём, афіцыёз апошнія гады даволі ўжо працяглы час адстойвае наратыў, што Лукашенко збудаваў незалежную Беларусь. Вот эта интерлюдия 91-94, яна як бы свядома ідэалагічна склеивается. Так, там Беларусь здесь атрымала незалежнасць, потом пришел Лукашенко и стал будаваць вот, Беларусь, калі ласка вам. Ёсць іншы погляд. Ёсць погляд, што вот 91-94 это быў як бы росквіт, а вот як бы пришел поручик Ржевский и все опошлил, как в ведомом анекдоте, что это просто вот полный провал, это черная дыра в истории. А вот ці можна з этих 30 гадоў вывести некие карысныя уроки, не ў сэнсе, что трэба яшчэ раз, так сказать, паўтарыць Лукашенко 2.0, а вот что в Беларуси можно, что в Беларуси нельга, что в Беларуси легко зрабіць в будучыні, можа нават, а што патрабуе, мягка кажучы, вялікіх высілкаў, а можа і практычна немагчыма. Поскольку Беларусь, как я уже и говорил, и белорусский народ, я не рассматриваю какую-то статичную сущность, да, то, что Лукашенко мог делать, может делать или не мог делать, неоднозначно, не обязательно должны быть такими же рамками или полем для возможной работы для будущих властей, для будущих президентов страны. Поэтому мы на самом деле не знаем ответа на ваш вопрос. Плюс важно понимать, что Лукашенко действовал в конкретных исторических обстоятельствах. Да? То, что условно там любой народ, не только белорусский, но давайте говорить о белорусском, готов терпеть или, наоборот, поддерживать, пока рядом идет кровавая война, и в отсутствии такой войны, это две разные ситуации. Поэтому в этом вопросе слишком много волатильности, слишком много переменных. И тут, наоборот, мне кажется, слишком мало констант, слишком мало того, что мы можем сказать, вот это такая, знаете, генетическая черта белорусского народа, через которую ни Лукашенко, никто не могут переступить. Да. Мы увидели, что проявилось, что не было огромным сюрпризом, мне кажется, для антропологов, для философов, белорусских писателей. Мы увидели это в 2020 году, мы увидели это раньше по другим опросам, исследованиям, что ценность мира, она превалирует, ценность отказа от насилия в этом смысле она тоже превалирует. И поэтому, когда Лукашенко пересек явно эту черту в 2020 году, он получил то, что получил. Причем там, понятно, что в первую очередь не из-за фальсификации выборов, тоже довольно вопиющих, но именно из-за насилия. То есть подсветилась вот эта вот черта или там склонность или установка белорусской политической культуры, доминирующей, по крайней мере, в Беларуси. Но мы не можем с вами быть на 100% уверены, что это будет так же через 10 лет. Если говорить о отец или не отец, и что можно ему приписывать и атрибутировать, мне снова-таки сложно выделить его конкретное воздействие, его конкретное участие в процессе становления нации, который произошел так или иначе за последние десятилетия, в том числе за последние десятилетия. То есть я допускаю, вернее, я на самом деле уверен, что при другой политике мы могли бы получить
и более задавленную национальную идентичность, и менее задавленную национальную идентичность. То есть я не могу сказать, что Лукашенко просто все эти 30 лет занимался этноцидом белорусов, хотя много было сделано, в том числе и для русификации, и для продолжения такого русифицированного положения. Но, с другой стороны, он и не особо инвестировал и вкладывался в развитие белорусской идентичности, укрепление белорусской идентичности. Поэтому, когда говорят о том продукте, о том итоге, который получился по итогам 30 лет его правления, вот с точки зрения такое белорусское общество выросло, и когда это приписывают Лукашенко, я не уверен, что это правильно, потому что я допускаю, что это как процесс взросления человека. Вне зависимости от того, есть ли рядом, я не знаю, абьюзивный отец или нету рядом абьюзивного отца, ребенок все равно бы вырос во взрослого человека. Просто потому, что это натуральный процесс истории. Что нации свою идентичность, особенно при существовании в своем отдельном государстве, укрепляют, наращивают. Она может быть идти не по таким сценариям, как хотелось бы романтикам конца 80-х, начала 90-х, но, тем не менее, даже в эту сторону есть подвижки. Но вот что конкретно привнес он в этот процесс, мне очень сложно вычленить, потому что он активно не занимался нациостроительством. Да, и поэтому многие черты белорусского народа, или, не знаю, не черты, а качества национальной идентичности, которые мы сейчас видим, они могли сформироваться вопреки его политике, а могли сформироваться просто параллельно. А какие-то могли сформироваться благодаря его действиям. Да? И вот что и как вычленить, в какой пропорции, это, мне кажется, довольно такой вопрос философский, риторический, на который я даже не знаю, как его померить, как на него ответить. Но я бы точно не приписывал все, что произошло с белорусским обществом и народом за последние годы, лишь политическому руководству. И если бы он был более проактивным в этом вопросе, тогда мы могли бы об этом рассуждать. Но все-таки для него эта тема была периферийной. Он, как советский человек, не особо нациестроительством увлекался. І апошняе пытанне пра будучыню. З чыста біялагічных прычынаў вы перажывеце і эпоху кіравання Лукашэнкі і яго самога. Як вы думаеце, ці многія беларусы пасля яго сыходу будуць уздыхаць? А вось пры Лукашэнку ж быў парадак, а зараз што? І з іншага боку, ці многія і зноў жа пасля яго сыходу, натуральнага сыходу ці ненатуральнага, будуць казаць асінавы кол в его магілу. Колькі будзе такіх, колькі будзе такіх. Ці можа быць, большасць будзе казаць зусім іншае? Я раньше, наверное, был более категоричен по этому вопросу, в 2020 году, в 2021 году. Но чем дальше, тем я больше понимаю, насколько белорусское общество поляризовано по вопросу Лукашенко и по вопросу тех ценностей, которые она олицетворяет. Поэтому, и насколько у нас стало все больше и более такое балканизированное информационное пространство, в том смысле, что 2020 год в нашем с вами восприятии и картине мира — это одна цепочка событий, она выглядит совершенно иначе у сторонников Лукашенко. И поэтому я уверен, что если он уйдет без какой-то дополнительной большой крови, в которой бы он был виноват, например, введение Беларуси в войну, или какой-то новый 20-й год на максималках, когда жертв, не дай бог, будет еще больше, то я думаю, что останется когорта в белорусском обществе людей, какой-то сегмент белорусского общества, такого, кого сейчас принято называть ебатиками, которые будут его боготворить. Как минимум поколение, я думаю, после того, как он уйдет. Это, конечно же, зависит от того, что и кто придет ему на смену, и насколько шоковой будет терапия после Лукашенко. Экономисты говорят, что она не должна быть шоковой, учитывая, что частный сектор вырос за эти годы так или иначе. Но да, будет, я думаю, серьезный соблазн у этой части общества ностальгировать по более понятным, спокойным и предсказуемым временам. На это еще наложится то, что они были моложе при Лукашенко, люди всегда ностальгируют по своей молодости. Поэтому это будет, я думаю, примерно в течение поколения нам придется жить с людьми, которые будут вспоминать его с теплотой. При этом, учитывая размах
тех зверств, которые позволила себе его система в 2020 году и после, будет не меньшая прослойка общества, которые будут также страстно его ненавидеть. Может быть, даже больше. И учитывая, что у вот таких вот негативных, протестных, отрицающих эмоций, но они более заметны, я думаю, что мы в публичном пространстве будем видеть куда больше ненависти, чем ностальгии. Я думаю, ностальгия будет достаточно тихой. И где-то недавно я видел такую слегка, не знаю, похабную, что ли, шутку насчет того, что ирония в том, что могила Путина будет гендерно-нейтральным туалетом. Так вот, я думаю, что с Лукашенко может быть проблематичная история в плане его наследия, потому что людей, которые будут его ненавидеть до такой степени, что не будут как-то уважительно относиться к его там месту погребения или к его визуальному наследию, там, если, не дай бог, памятники появятся, что этих людей будет так много, что новой власти придется решать. Новой власти через какое-то время, как она относится к этому. Станет ли она действительно преследовать за осквернение этой памяти, и будет она ли агрессивно ее защищать, или поступит как президент Токаев, который, по сути, культ личности предшественника свернул. И я допускаю, что, повторюсь, учитывая количество людей, для которых Лукашенко воплощает такое зло, выбор скорее будет сделан в пользу сворачивания этого культа. И поэтому думаю, что вот за пределами одного поколения после его смерти, у поколения моих детей, я думаю, Лукашенко уже не будет вызывать никакой ностальгии. И, магчыма, никаких эмоций. Да, вполне вероятно, хотя фигуры такого масштаба и такой, повторюсь, такой формационной роли в истории Беларуси, все-таки он первый президент, с ним ассоциируется много острых расколов, кризисов в обществе, особенно 20-й год и все, что было после, что я думаю, что еще существенное время эта память будет передаваться, да, как и со Сталиным, который, казалось бы, уже очень давно, но его фигура до сих пор разделяет постсоветские многие общества. Поэтому потенциал для дебатов тут будет, но вот потенциал для слезливой ностальгии, я думаю, будет только у тех, кто будет скучать по тому, как и они были молодые и спокойные. Добра, дзякуй вялікія. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аналітык Артём Шрайбман. А затым, як падзеі ў Беларусі будуць разгортвацца далей, вы можете сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.